Рождество Христово – главный религиозный праздник, но не менее значим и рождественский сочельник. По учению Церкви праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом, а святые дни или святки, которые начинаются с Рождества и продолжаются до Крещения – дни особой духовной радости. А начинается все со всеночного бдения с 6 на 7 января. В эту святую ночь в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы собралось довольно много людей. В эту рождественскую ночь сотни свечей зажгли прихожане. Служба началась в 11 часов вечера. По традиции божественную литургию возглавил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. В этот день верующие отмечают рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудей, Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому святое семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился младенец Иисус. Колыбелью ему стали ясли. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали вместилищем невместимого Бога. Рождение Иисуса в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за 7 веков до самого события и описано двумя евангелистами – апостолом Матфеем и Лукой. Среди полночной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился ангел и сказал: «Не бойтесь, благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира, Христос Господь». С огромным удовольствием всех жителей этой замечательной, прекрасной страны души поздравляю с великим праздником Рождества Христова. Ну и всем людям, живущим в этой замечательной стране, хочу пожелать в первую очередь здоровья и благоденствия, чего нам всем, как всегда, не хватает. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. И не только вот физически, да, но и самое главное, мира в душе. Потому что этого крайне не хватает нам всегда. Еще раз с праздником, с Рождеством. В этот светлый праздник я хочу поздравить всех жителей Абхазии с этим праздником, с Рождеством Христовым. В первую очередь здоровья, мира, добра, всем семейного благоденствия. Как мы знаем, сейчас вот самая навязчивая болезнь, актуальная тема, да, ковид. Пусть это все минует, и всех с Новым годом. Еще раз с праздничком. С Рождеством Христовым всех наших православных братьев и сестер с Республики Абхазии. Вот. И в этот день, конечно, хочется пожелать в трудную минуту, в которой находится весь мир сейчас в данный момент, да, и в том числе наша Абхазия, в этом, чтобы не было вот в этом такого страха, чем более как страх Божий. То есть лучше покаяться и быть во Христе с Господом, да, и быть спокойным, то, что ты покаялся и исповедался, да, и тебе будет легче все перенести, и какой бы вирус ни настиг этот мир, тебе будет все равно легче, как с Господом и со Спасителем нашим Иисусом Христом. Так что я нашим хочу людям пожелать больше смелости и веры в то, что ничего невозможно без Господа. Начало традиции дарить подарки на Рождество было положено, как известно, рождением Иисуса Христа в Вифлееме. Как сказано в Новом Завете, волхвы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Дары имели глубокий смысл. Золото принесли как царю, ладан как Богу, а смирну как человеку. Православные верят, что с момента рождения Христа на земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
Троица единосущная, нераздельная. С величайшей радостью хочу вас всех поздравить, дорогие жители страны Абхазской, род абхазский и живущие в этой стране абхазской, чтобы все мы научились радоваться, как радовались волхвы, пришедшие в Вифлеемскую пещеру и приносящие с собой самые драгоценные предметы и вещи, которые были по тем временам. Это золото, смирно. Они пришли и поклонились Христу, Богу, младенцу. И дай Бог, чтобы мы все научились поклоняться, жить в благочестии и чистоте, которые даны нам Богом вот, по этим правилам, правила вечной жизни. Правила вечной жизни, вот Христос, истинный Бог наш, дал своим рождением, Бог Отец Небесный, показал нам Сына Своего, чтобы открыть нам величайшую тайну, это тайна Духа Святаго. Рождество Его связано с Духом Святым, и для нашего назидания, для нашего спасения. Христос Спаситель и Царь мира, и спас душ наших, и спасает нас от грехов, лишь бы мы обращались к Ему с покаянием, отказывались бы делать то злое, которое совершили мы вчера и сегодняшний день, пускай будет началом нашего такого исправления от всех наших ошибок, которые могут быть. Каждый зажег свечу как символ Вифлеемской звезды, ведь верующие знают историю появления праздника. Сочельник установлен еще в древности, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и с чистым сердцем встретили Рождество Христово. Хочется поздравить всех православных и народ Абхазии, в том числе, с этим великим праздником, Рождеством Христовым. Дай Бог в семьи каждой абхазской семьи счастье, изобилие, радость, благоденствие. Очень рада оказаться здесь, вот в этот праздник. Приехали из Сочи, и вот так, на такой великий праздник. Дорогие православные, дорогие братья и сестры, поздравляем вас с этим великим праздником, с Рождеством Христовым. Пусть в ваших семьях всегда будет любовь, пусть вы всегда будете здоровы. Простите друг друга в этот светлый праздник и живите в мире. Любим вас всей душой. С праздником! Хочу поздравить весь народ Абхазии, гостей ее, всех жителей Абхазии с великим днем, с великим праздником Рождества Христова. В столь непростое время, которое сейчас мы переживаем, очень важно быть, наверное, не забывать Бога, потому что ничего не бывает без попущения Божия, без Его воли и помощи, ничего не совершается в лучшую сторону. И я бы что хотел, народ наш все-таки, земля наша святая очень, как и всякая земля, но здесь у нас много святынь. И всех я просто о чем могу просить, не бояться ничего. Что бы там ни происходило сегодня, не пришло, ни это, ведь не чума пришла или что-то такое. Просто знать, что всему этому есть исправление, это молитва. С Рождеством хочется поздравить весь наш многонациональный народ Абхазии, пожелать крепкого здоровья, мира, добра. Пусть будут все здоровы и счастливы. Всех с Рождеством, самый красивый и любимый народ в Абхазии. И чтобы у всех было все сложилось в этом году, пусть все плохое останется в том году, и будет только удача. Хочу народ Абхазии поздравить с Рождеством и пожелать в первую очередь здоровья, счастья, успехов всяческих. У вас самая красивая страна в мире. Страна души, и поэтому мои пожелания могут быть самые душевные, светлые и радостные. Для абхазского народа этот светлый праздник Кир-Саныха является одним из наиболее почитаемых христианских праздников. Абхазы, как православные христиане, держали рождественский пост ровно 40 дней. А завершился он в ночь на Рождество Христово праздничными службами и божественными литургиями во всех храмах Абхазии. А особые дни радости о рождении Спасителя Иисуса Христа, православные святки или святые дни продлятся с 7 по 19 января. Сария Кварацхеля, Роберт Ломя, Инала Гухава, Абхазское телевидение.